Ну, сейчас плюс 7 градусов, холодновато. Я на всякий случай кучу одежды взял, типа плаща, меховую безрукавку и еще много чего. Надеюсь, пригодится. Ну что, Валерий Батькович, первая осенняя охота. У нас обновка, рация. Ты профессионально как-то повесил. Я в карман засунул. Даже не помню какой. Ну, ладно. Поехали. А цвет леса стал меняться. Осень, середина сентября. Все желтеет и краснеет. Ну, где елок нету. Валерий, слушай, я как-то вчера вечером особо внимания не обратил. Воды в ручье дофига. Течения нету вообще. Что-то у меня подозрение стало, что где-то там загородку сделали. Все хвоинки и листья в каплях дождя. Сыро идти. В таком лесу с кустами раньше времени намокнешь. Ну что, первое испытание новенького щекоча. Близко. Это сколько? 5 сантиметров толщина. Подвинься. Красота. Ну, у нас первый перекур. Я цельный флакон антикомарина дома купил в этот поход. Я пока не видел ни одного комара. Ну, у меня что есть, на будущий год пойдут. Но я одного комара-то видел в избушке уже. Да ты чё? Но жалко стало, не тронул. А. Нету. Ну, нет и сюда нет. На озере уток я не увидел. Ну, я пошел. Давай. На соседку. А я сейчас буду нагонять. Ну и мне пора. Все-таки съемка и охота не совсем совместимы. Пока наводил, там на эту кряковую проплыла и удрестала. В другой конец озера. Шебуршание наверняка услышала. Сейчас все пуганые. Ну что ж, сейчас дойдем до лодки и пойдем подкрадываться. И в принципе нагонять на дядю Валеру. Бывает в жизни огорчение. Но нам на другую сторону озера. Ну ты гремишь. Ладно, поехали. Ну что, поехали? Ух ты! Лодку оставляем. Пойдем подкрадываться. С берега лодки не видно, чтобы ее потом на обратном пути не потерять. Засекаем место. Горелый пенек. Запомнил. Вообще-то засекать, так засекать. Характерный знак оставил. Ты, блин. Давно поставил искусственные хрусталики. Забыл, что такое близорукость. Раненый офтальмологом глаз, блин, зрение упало. И правым глазом... Короче, кряковые, блин. Я шел, отгонял в конец озера. Они отлетали, штук 30 было. Что-то им там не понравилось.
поплыли обратно. Кряковые выплыли, просто проплывать стали мимо. А я целюсь по привычке правым глазом, а зрение упало и размытое, я утку не вижу. Ну что за блин? Что делать? Еще 3 штуки плывут. Сейчас попробую 2 глазами сразу глядеть. Ладно, сниму. А то народ не поверит, что уток видел. Так, 1 выстрел. Ну, начало есть. Третий номер СКС «Русь». Где-то 35 метров. Очень осторожный. Излетает чуть не за 300 метров. Я их отжал к концу озера. Сел, они поболтались и решили мимо меня проплыть. Это была их ошибка. Ну, бобры, редиски натоптали тут. Такие проспекты сделали. Ну, берегись, ребята. У меня на вас лицензия есть. Валерий, ответь. Валерий, ответь. Так, ну, значит, не может. Ну что, пора за утками? Или посидеть? А что торопиться? Посидим. Сядем здесь. Посидим, поокаем. Подождем уток. Правда, место прилично открытое. Я на виду. Поэтому сначала утеплимся. Что я этот груз одежды зря таскал, что ли? А чтобы спрятаться от уток, используем костюм леший. Ну-ну, куда мой завтрак полетел? Вот так. Так, а куда это я сел? А сел я очень похоже прямо на бобриную нору. Туда куда-то лаз идет, и вон прямо на озеро песок вырыл. Ну, надеюсь, не вылезет покусаться. Ну, рудиска, не вздумай вылезти. Валерий, прием. Валерий, прием. Что-то не то. Ладно, потом спросим. Валерий, прием. Ну и ладно. Подождем. Поднялся небольшой, но ветерочек. Это моих уток может куда-то загнать. Так, кажется, одну утку уже пригнала. А где другая? Они вместе плавали? Так, пожалуй сначала их надо взять, а потом все остальное. Ну, извини, но ты мешаешь. Хотя бы так. Моя засечка. Значит, горелый пень там и лодка там близко. Так, на пенек вышли. Сейчас выходим на лодку. Ага. Ура! Вышли. Ветер все сильнее. И рябь на озере все сильнее. Надеюсь, найду я своих уток-то. Так, одну вижу. Так, где вторая? Связь, тоже неплохая утка. Где вторая, блин? Ветер туда-сюда гоняет. Ура! Вторую нашел. 30 метров от первой. Ну, где ты там? Сопротивляешься? О, этот был ли молодой? Та покрупнее. Ты где? Валерий, ты где? Сейчас подожди, я подъеду. Сейчас сначала рацию проверяю. Валерий, меня слышно? Вообще не слышно, а я тебе... Алло, алло, Сережка, как? Не слышно, да? Что это так, блин? Это первый поход у нас называется. Это что, от цивилизации мы ушли подальше и работать перестал? Вот редиска. Ну, я смотрю, ты там бах-бах-бах-бах-бах, класс. 2 утки есть у меня. Ну, второй раз там пара у тебя была. Настреливал. Достреливал.
Но мне ветром-то унесло, так что тебе проплывешь, да, смотри, найдешь. Край этого берега? Да. Ну, найду. Ветер-то туда куда-то. А, окей, хорошо. Но у меня там две сели, я крякнул, они мимо по воде были, а потом к траве, я бах, они вроде сошлись, но одна улетела, а вторая осталась. Ну и то хлеб. А потом, не знаю, сколько сидел, вторая какая-то порода, две штуки сели, а там рябинник, А, с рябином пока высматривал в щели, смотрю, они лик к берегу, я не успел ничего, береза толстая мешается. Пересел немножко, чтобы от березы хорошо было. Те 14 штук-то пересвистывается на том конце. И заметил, парочка выплывает от берега. а. Туда за рябин, я между рябин смотрел. Одна успела в дырке скрыться, второй бумс. Она осталась сидеть. Не смогла это. Посидела и смотрю, обратно поплыла. Я добил вторым. А потом они ветром их унесло, куда Бог знает. Найдем. Найдем. Давай я пешком дом переливаю. Связь. Слушай, а это не чирок, это кряковая. Я ставлю уменьшение, сказал, чтобы потом порадоваться. Чирок сказал, чтобы радости больше было, да? Ну, и у тебя две штуки. В килограммах больше. Валерий, давай ты по старой дороге иди, а я через луги там посмотрю, рябчик, если встретится, а посмотрю, нет ли бобриной загородки там на ручье. Первый пошел, второй пошел, третий пошел и супер четвертый пошел. Первый день осенней охоты. Опа! Потяжелело. Ну, от воды оторвали и ладно. Дошел до ручья, но тут откровенно течение есть. И приличное. Посторожнее глубина. Авось перепрыгну. Интересно, тут ручей маленький, а там такой уширенный. Завал или загородка где-нибудь, который начали строить. Ладно. Идем в избушку. Какие крутые горки. Ручей из болота сухой. Это немножко для осени необычно. Обычно осенью всегда булькает, течет. А тут капли нету. Прошел рябчиковые места. Что-то ни один не поркнул, не пикнул. Не урожай, что ли, их в этом году? Валерий, ты дома? Да. Быстро темнеет. Уже приличные сумерки. Фух, ну я тоже дошел. Так, впереди сухое. Сырым вредно для здоровья так ходить. Вроде куриц хватишь. Пора тепло. Ну. Но остался ужин. На улице вообще темно уже. Макароны с тушенкой, как называется? Гуляш? Или, не гуляш, это с картошкой. По-флотски. Гуляш по-флотски с макаронами. Макароны по-флотски называют. Ну, моря у нас далековато, но мы по-флотски все равно съедим. Небеса еще просвечивают, а без фонарика я смогу до воды дойти. Ловить рыбка большая и маленькая. Но это уже лесная бытовуха. За водой в темноте ходить.